Здравствуйте, в эфире программа «Финсабат». И в сегодняшнем выпуске поговорим о Национальном банке. Мы узнаем, какова роль Центрального банка в социально-экономической жизни государства и какие функции он выполняет. После распада СССР Кыргызстан столкнулся со многими трудностями, связанными с перестройкой экономики страны. Переход на рыночные отношения сопровождался высокими темпами инфляции и дисбалансами. Например, в 1992 году инфляция достигала 2000%. В таких условиях стоял вопрос о проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. Учитывая это, 6 марта 1992 года парламент Кыргызстана принимает постановление о преобразовании Госбанка Республики Кыргызстан в Национальный банк. Именно с этой даты начинается отчет деятельности финансового регулятора в том виде, в каком он представлен сейчас. 6 марта 1992 года решением, то есть постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан, Государственный банк Республики Кыргызстан был преобразован в Национальный банк. Вот именно с этой даты, с 6 марта 1992 года, начинается история, можно сказать, современного Национального банка в том виде, который он сейчас представлен. Национальный банк Кыргызской Республики – это, можно сказать, уникальный институт государства, без которого невозможно представить сейчас экономику страны. Вообще в любой стране невозможно представить экономику страны, этой страны, без центральных банков. С одной стороны, Национальный банк не является банком в привычном нам понимании. Это не коммерческая структура, и цель Национального банка – это не извлечение максимальной прибыли. У него другие цели. Он выполняет, больше сказать, социальные функции, которые определены законом. Сегодня Центральный банк работает согласно закону о Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности. Основная цель Национального банка – достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения денежно-кредитной политики. Он выполняет такие государственно значимые функции, как борьба с инфляцией, выпуск в обращение национальной валюты, надзор за банковской и платежной системами и другие. Национальный банк не является государственным органом, который финансируется из республиканского бюджета или коммерческой структурой. Поэтому он наделен самостоятельным статусом Центральный банк Кыргызской Республики. Главной целью Национального банка по закону является достижение и поддержание стабильности цен. Другими словами, Национальный банк играет главную роль в борьбе с инфляцией. Стабильность цен создает благоприятные условия для инвестирования, для накопления средств населения, и в дальнейшем в итоге это сказывается на развитии экономики страны. Высшим органом управления Национального банка является правление. Это коллегиальный орган, который принимает самые главные решения в Национальном банке, включая и нормативные правовые акты в виде постановлений правления, которые, можно сказать, относятся к банковскому законодательству и обязательны для исполнения на всей территории страны. Национальный банк выполняет следующие функции. Определяет и проводит денежно-кредитную политику. Разрабатывает и осуществляет единую валютную политику. Обладает исключительным правом проведения эмиссии денежных знаков. Осуществляет надзор за банковской системой Кыргызской Республики, в том числе за деятельностью банков и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку. Осуществляет надзор за платежной системой, способствует эффективному, надежному и безопасному функционированию платежной системы Кыргызской Республики. Устанавливает правила проведения банковских операций. Владеет и управляет всеми международными резервами. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Денежно-кредитная политика – это ключевая функция Национального банка и представляет собой часть экономической политики государства, направленную на поддержание стабильности цен, достижение и сохранение финансовой стабильности, укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса страны, то есть соотношение денег, поступивших в страну, и отправленных за границу.
Существуют различные предусмотренные законом меры, которые позволяют Национальному банку проводить денежно-кредитную политику. Они называются инструментами денежно-кредитной политики. Основным является учетная ставка Национального банка. Она служит для рынка ориентиром стоимости денежных ресурсов в экономике. Другими словами, изменяя размер учетной ставки, Национальный банк влияет на стоимость финансовых ресурсов в банковской системе, что в свою очередь должно оказывать влияние на конечные рыночные ставки по депозитам и кредитам. Давайте их разделим на два. Есть прямого воздействия, есть косвенного воздействия, инструменты денежно-кредитной политики. Прямого – это больше, скажем так, административные решения Национального банка. Прямые инструменты денежно-кредитной политики – это меры, которые обязательны для выполнения участниками рынка. К ним относятся, например, требования к коммерческим банкам по депонированию в Национальном банке обязательных резервов. Косвенные инструменты денежно-кредитной политики – это меры Центрального банка, которые оказывают влияние на действия коммерческих банков и других участников финансового рынка через рыночные механизмы. Это, например, учетная ставка, операции на открытом рынке. Допустим, если один коммерческий банк приходит к нам на репо операцию, то есть он дает свою ценную бумагу, мы взамен ему даем деньги. И это заключается на 1 месяц. Есть еще с ценными бумагами операция, как аутрайт называется, либо редисконтная. Что это означает? Здесь, в репо есть обратный обмен, правильно? Когда я это объясню. А в редисконтах нету. То есть сегодня мы купили ценную бумагу и за это отдали суммы. И все. На этом все. Операция завершена. То есть обратного выкупа не будет. Кроме этого, есть еще операции, депозитные операции. Депозитные операции сейчас у нас более активны. Это депозит овернайт. Кроме этого, Национальный банк может проводить депозитные операции на любые срочности. Есть еще такие операции, как своп-операции. Национальный банк проводит своп-операции по добавлению, опять же, ликвидности сомовой, либо по изъятию. Здесь уже в качестве актива, в качестве, скажем, залога по этой операции выступает иностранная валюта. Национальный банк также проводит единую валютную политику. Стоит отметить, что в Кыргызстане действует режим плавающего обменного курса. Это означает, что обменный курс иностранной валюты по отношению к сому определяется рынком на основе спроса и предложения иностранной валюты. Кыргызстан, когда принял в качестве национальной валюты сом в 1993 году, тогда был избран плавающий обменный курс. Режим национальной валюты. То есть это что значит? У нас валютный курс формируется на основе рыночных отношений, то есть спроса и предложения. К примеру, если все хотят валюты, то, соответственно, стоимость ее растет. Если, наоборот, все хотят продать ее валюту, то стоимость ее падает. В этом случае роль Национального банка заключается в сглаживании резких колебаний. Национальный банк не фиксирует обменный курс. В период резких колебаний обменного курса Национальный банк в целях их сглаживания может проводить валютные интервенции, покупая или продавая иностранную валюту в зависимости от ситуации на валютном рынке страны. Еще хотелось бы сказать, что очень часто поступают вопросы по прогнозированию обменного курса. Все думают, что Национальный банк, у него есть определенный курс, и он может это сказать и не говорит. Но когда у нас, скажем так, свободный рынок и нету контроля по капиталу, нету ограничений, тяжело вообще спрогнозировать обменный курс. Это практически невозможно. Очень много есть исследований по этому поводу, но никогда никто точно не может сказать,
В этой связи Национальный банк тоже говорит, несколько раз уже повторял и будет говорить, то, что он не прогнозирует обменный курс. Все будет зависеть от ситуации. Без Национального банка невозможно представить современную экономику страны. Уже четверть века Национальный банк показывает себя эффективным государственным институтом, который обеспечивает стабильность цен и национальной валюты. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.